Продолжаем эфир новостями к этому часу и коротко о главных темах. Российским вузам дали возможность не отправлять студентов на каникулы, а перейти в онлайн на майские праздники. Теперь родители смогут объединяться в специальной комиссии, чтобы проверять качество работы школьных столовых. В мире сегодня отмечают День танца. Наши мирнинские коллеги подготовили материал о закрытии театрального сезона в Алмазном крае. Российские вузы смогут уйти на дистанционное обучение с 4 по 7 мая. Соответствующий приказ опубликовало Минобразование. Для вузов, которые не находятся в ведении Миноборнауки, документ носит рекомендательный характер. Ранее ожидалось, что студентов в длинные майские выходные отпустят на каникулы, так как Минпросвещение 27 апреля рекомендовало школам уйти на каникулы с 1 по 10 мая. В детских садах в эти дни будут работать дежурные группы. Родители проверят школьные столовые. Они смогут дегустировать блюда, оценивать чистоплотность персонала и спрашивать детей, нравится ли им еда. Минпросвещение вместе с Роспотребнадзором разработало соответствующие правила и дало возможность создавать специальные родительские комиссии. Родители, которые хотят войти в ее состав, должны письменно или устно уведомить об этом директора школы. Перед каждым посещением столовой нужно предоставлять отрицательный тест на коронавирус. После этого оформят допуск в столовую. Итоги проверок будут обсуждать на родительских собраниях. Если что-то не так, это может стать поводом для жалоб руководству образовательной организации или в надзорные органы. Число вызовов врача скорой помощи увеличилось на 50-70 заявок в сутки в Якутске. Связано это с ростом заболеваемости ОРВИ и гололедом. В связи с этим объявлен режим повышенной готовности. На линию выходит 26 бригад. В таких вот условиях работники отметили свой профессиональный праздник, который, напомню, прошел накануне. В среднем за сутки, в зависимости от обстановки, в станцию скорой медицинской помощи Якутска поступает 400-450 вызовов. Во время ухудшения обстановки в связи с коронавирусом в 2020 году цифра достигала 700 заявок. Единственная в своем роде на весь регион кафедра «Нефтегазовое дело» в Мирнинском политехе готовит ребят для добывающего комплекса. Наш корреспондент Марфирина Алексеева о направлениях, профилях и преимуществах института. В Западной Якутии стремительно развивается нефтегазовая промышленность. Ежегодно недропользователи открывают и осваивают новые месторождения. Дефицит и даже отсутствие квалифицированных специалистов в нефтегазовой сфере приносят промышленным компаниям много неудобств. На сегодняшний день в приоритете трудоустройство местного населения. Однако из-за отсутствия узких специалистов предприятия вынуждены нанимать кадров с других регионов страны. Мне кажется, немножко обходят стороной наши школьники, абитуриенты, нефтегазовую отрасль. А ведь нефтегазовая отрасль, она является уже сейчас фундаментом и, скажем так, экономической опорой для всей нашей республики. И роль нефтегазовой отрасли, она будет с каждым годом возрастать. И вот наш институт, он находится вот в центре нефтегазовой отрасли нашей Якутии. И без всякого привлечения от нашего института очень близко доехать до всех этих крупнейших месторождений. И поэтому у нас, у студентов, очень такое важное преимущество, хорошая практика. Помимо оплачиваемой практики, институт гарантированно предоставляет всем своим студентам место в общежитии. А сотрудничество с крупными промышленными компаниями предоставляет возможность трудоустройства. Попадая в вот эту крупную нефтяную компанию мирового уровня, у молодых специалистов есть своя программа развития молодых специалистов. И все это позволяет будущим абитуриентам, специалистам не просто получать достойную заработную плату, а она считается одной из самых высоких в среднем по республике и по России, но и всесторонне профессионально, карьерно развиваться. В этом году кафедра планирует предоставить бюджетное обучение 22 студентам. Для того, чтобы поступить на нефтегазовое дело, нужно сдать экзамены по русскому, математике и физике, либо заменить физику информатикой. И готовим мы по двум профилям. Это эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти. И второй профиль – эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ. Это как раз-таки те профили, которые наиболее востребованы на территории республики, потому что у нас на территории республики основная часть нефтегазового бизнеса, она нацелена именно на добычу.
на добычу нефти и газа и дальнейшей транспортировки. В процессе обучения студенты имеют возможность получить дополнительные свидетельства рабочей профессии по таким направлениям, как оператор по добыче нефти и газа, оператор обессоливающих и обеззараживающих установок, товарный оператор и лаборант химического анализа. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. В это воскресенье православные христиане отметят Пасху. Как к празднику готовятся в Нерингре, выясняла Екатерина Павлова. Основной элемент физической и духовной подготовки к Пасхе, конечно, предшествующий ей Великий пост. Пасха является долгожданным днем завершения поста, когда разрешена любая пища, можно праздновать и веселиться. В каждой семье есть свои традиции подготовки к Пасхе и ее празднования. Одни хозяйки пекут куличи, другие покупают. Одни красят яйца, используя пищевые краски, другие вместе с детьми наклеивают на яйца цветные наклейки с рисунками. Яйцами нерингринцы запасаются заранее. Мы покупаем на Пасху 3 десятка яиц, чтобы покрасить, испечь куличи, ну и накормить вкусными салатами. Лотка 2, наверное, надо взять. Да, это 60 штук. Лоток. Потому что угощать, гости придут, угощать надо будет кого-то. Не саму немножко ставить, но работу взять. В богослужении православной церкви каждый из дней Страстной недели выделен особо. Служители храма призывают всех верующих исповедаться, причаститься святых христовых тайн, поучаствовать в богослужениях и уже подготовленными встретить светлую Пасху. Пасхальные богослужения в нашем храме в честь Казанской иконы Божией Матери пройдут как обычно. Первая праздничная служба будет ровно в полночь начнется. И вторая литургия – это для детей, для престарелых, и для тех людей, которые не смогли подойти в храм ночью. Вторая служба будет в 8 часов утра. Конечно же, мы всех верующих призываем носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Будем беречь здоровье свое и окружающих близких. Стоит помнить, что главное в подготовке к великому празднику – это в первую очередь внутренняя работа над собой с пользой для души. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерингри. А сегодня православные отмечают Чистый четверг. Это один из дней Страстной недели. В преддверии праздника Пасхи верующие обычно занимаются уборкой, красят яйца, готовят творожные пасхи и пекут куличи. С Великим или Чистым четвергом в народе связано больше всего традиций, обычаев, примет. Например, что генеральная уборка очищает не только дом, но и душу. Также было принято умываться или купаться в открытых водоемах до восхода солнца. Кроме этого, в храмах и церквях проходят молебны. Также в мире сегодня отмечают День танца. Праздник посвящен всем стилям, а начало положено в 1982 году по инициативе Совета ЮНЕСКО. По замыслу учредителей главная идея – объединить все направления танца как единой формы искусства, а сам день – это повод для ее чествования и способности преодолевать все политические, культурные и этнические границы. В России в Международный день танца также существует традиция вручать единственный профессиональный балетный приз – премию «Душа танца». Первый раз мероприятие прошло в 1994 году, и награда вручалась мастерам в развитии отечественной хореографии. Тем временем балет «Алмазы Якутии» закрыл очередной театральный сезон. Посмотреть на мужчину в платье, щелкунчика и рок-н-ролл мирницы смогли в понедельник. Юлия Золотарева побывала за кулисами, узнала, как готовились танцоры и в чем была сложность. На сцене мамаша Жигонь с красными щеками и в пышном платье, а под юбкой дети. Вот только исполняет женскую роль мужчина. Это одна из постановок на концерте детского театра балета «Алмазы Якутии». Здесь не только балет «Щелкунчика», разнообразили классику и рок-н-роллом. В этом году закрыли 34-й театральный сезон. Билеты на концерт, по словам организаторов, разлетелись за 3 дня. Следующее. А началось все здесь, в театральном зале, за час. Дети собирались сами и помогали друг другу. 14-летняя Дарья Цыпляткина научилась делать шишки и красить. Говорит на опыте. Как-никак 8 лет в балете.
Ну, на некоторых концертах бывает, что родители помогают, а так, да, мы больше сами. Успеть не только собраться, но и точить все движения. Синхронно, в ряд, носочек к носочку. Ведь готовились всего 3 месяца. Пришлось начинать будто с нуля. Помешали и домашние репетиции. Ну, сложное в подготовке – это организация в плане репетиций, потому что дети учатся с 2 смен в школе. Это всего 1 репетиция в неделю, сводная, такого большого количества детей. Но, тем не менее, даже с 1 репетицией в неделю сводной мы справились. Справились, но волнение осталось не только у детей. Не меньше этого концерта ждали и родители. Очень долго готовились к нему. Мой ребенок ходит в подготовку, поэтому я очень даже переживаю. В этом году особенно переживает сильно. У нас последний год мы почти 12 лет посвятили балету. И так пришлось нам уезжать в этом году навсегда. Это ее последний концерт вообще, скорее всего, будет. Для одних этот год стал последним, а для кого-то первым. Пока коллектив будет ждать следующего театрального сезона, они еще порадуют мирницев на городских мероприятиях. Юлия Золотарева, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». А к этой минуте все. До встречи в эфире.